Всем привет, друзья! Всем привет, подписчики! Сегодня у нас воскресенье, выходной день. Очень такой солнечный, погожий денек, весенний. Хотим прокатнуться, посмотреть подснежники на низах. Ну и показать вам то, что сами увидим. Мы остановились, вот проехали БЧК. И вот такой вид у нас сейчас на горы. Заснеженные еще пока. Ну, не очень хорошо видно, но видно все-таки. Короче, вот так. Кто здесь бывал, узнают это все. Здесь вот БЧК протекает, он там. А здесь вот балка. Там село Орал. Всем привет. Ораль. А это вот, ну, я не знаю, как вот это русло называется речки этой. В общем, вот так. Луга начинают зеленеть. Остатки снега где-то в теньке еще есть. Там где-то козы, бараны пасутся. Люди едут домой, там в селах, на низах очень много живут людей. Кто-то везет скотину с базара. Сегодня же воскресенье. Воскресный скотский базар был. Сейчас он уже закончился. В общем, вот это полигон мусорный. С таким забором его отгородили. Но сейчас закрыли его, короче. Не просто забором отгородили, а вообще закрыли. Сейчас мусор сюда не возят. Вроде бы. Сейчас поедем дальше. Сокулукское водохранилище посмотрим. Осенью мы на нем были. Ну, расскажу, в общем, позже. Ну, а вот это мы проезжаем дорогу в село, ну, вот Орал я показывал, там это его начало было, и так оно дальше продолжается. И так выглядит сейчас въезд в село Орал. Айылы. Добро пожаловать, Кош-Келемездер. Дальше сейчас едем. А это вот мы проезжаем Аральское водохранилище. Видим, что вода, ну, заполнила полностью его. Уточки плавают. Вот так вот. Это все село Орал. Прибрежная его зона. А это здесь вот поле, видимо, озимые были посеяны, пшеница. Ну, уже всходит. Оно, видимо, уже давно взошло, потому что зима была теплая. Но зеленая, да. Зима была теплая, потом опять холода были, туда-сюда качели. Ну, видимо, что не пропало пока. В общем, поехали мы сейчас дальше. Там вон чайки летают, видно. Еще мы по пути проезжаем мимо вот такое тепличное какое-то хозяйство. Ну, блин, оно давно уже, насколько я знаю. Но сейчас, видимо, почему-то видно, что пленка порватая, видимо, не работают. И там какое-то хозяйство. В общем, все здесь частное. Что-то работает, что-то не совсем. Ну вот так еще проезжаем здесь. Маленький табунчик пасется молодых лошадей. Поля все везде распаханные. Там вот вдалеке мы видим
село Национальное называется. Тоже все занимаются сельским хозяйством, скорее всего, в основном. Вон уже видно этот Сокулукское водохранилище. Ага, вдалеке видим воду Сокулукского водохранилища. Сейчас к ней поближе подъедем. Вот мы поближе подъехали. Лоток такой с лужами в нем. И вот видно, да, что водохранилище наполнилось. Лед до сих пор стоит здесь. Но в голове, наверное, уже нету льда. Сейчас туда доедем, посмотрим. Сейчас дальше поедем. Где-то уже видно трактора в поле. Что-то делают. Самолетики летают в небе. Трактора пашут поля. Жизнь продолжается. Несмотря ни на что. Тут кладбище мусульманское. Хотим спуститься. Ну вот через это. Ну здесь в принципе ничего такого сложного. Проедем и по над берегом прокатнемся вот так. Там роща. Та сторона. Роща тоже там. Вот так лед с бутылками всякими, мусором. Это некрасиво, неприятно это видеть. Проедем. Не снимай. Проехали. Спокойно. Ну вот мы остановились вот на таком месте. Тоже берег. Видно, да, воды полно. Полнее оно, наверное, никогда не набирается. Осенью мы просто прокатнулись сюда. Вот, можно было, как сказать, короче, по дну ездили, вот там, короче, дороги прям вот так виляли, можно было оттуда, туда, ну, правда, посередине русла, конечно, было, там на ту сторону не переедешь, но берег здесь вообще, да, был сухой, без воды. Говорит, конечно, о том, что прошлый год был очень сухой, засушливый, но вот сейчас за зиму вода набралась. Здесь вот такая небольшая рощица. В юности мы любили сюда приехать, пожарить шашлык, покупаться в этой воде. Ну, сейчас вот тут мусор, конечно. Летом вода более-менее чистая, конечно, не как там в Иссык-Куле, допустим, а так. Ну, чище, чем в таких мелких водоемах, конечно же, намного. И не зеленая она. Ну вот среди этих деревьев поставим машины, натянем какие-нибудь там палатки, мангал, шашлык. Ну и там все остальное не буду говорить, конечно. Ну плохого ничего не было, конечно. Только купались и ели, там пили. В общем так. Сейчас все вот, ну как бы это все осталось в таком же виде, как и было. Ну, сейчас начнется сезон. Ну, конечно, сюда так и люди продолжают ездить, просто мы уже здесь давно, уже той компании, тех компаний нету, с кем мы это делали. В общем, кто разъехался, у каждого другие, в общем, проблемы и цели. В общем так, ну там видно, рыбак рыбачит. Не знаю, что он ловит, конечно. В общем так, сейчас проедем до дамбы еще.
В общем, решили мы подойти к рыбаку, к этому одинокому. Час назад он, говорит, пришел. Ага, о. Его эхолот показывает, сколько здесь рыбы, но она что-то не берет, да? Да, такие условия я не помню, если мы рыбачили. Конечно же, такого не было в юности. Рыба есть, но клёва нет, да? Рыба есть, клёва нет. Ну все, ладно, спасибо, пойдем мы дальше. Я думал, вы рыба. Вот, друзья мои, на дамбе. Воды, как бы я говорю, заполнено до предела. Дальше мы ехать не смогли, пойдем пешком. Там вот плиты, все перегорожен путь. Здесь, видимо, шлюзы, или как он называется. Сейчас поближе подойдем. В общем, вот это, наверное, здесь шлюз или застава. Там вот подъемник, который поднимает, опускает. А с этой стороны вода вытекает. И там еще водораздел какой-то. А нет, или там один. Ну, в общем, ближе мы не видим и не знаем. А тут вот живут люди, которые за этим всем хозяйством смотрят. Контролируют, открывают, закрывают воду. Там вот еще лед. Потом опять нету льда. Дальше опять лед. Местами уже льда не осталось, местами еще есть. Ну и мусора много, конечно, повыплывало. Ну это, наверное, сейчас везде так. Пройдем еще дальше сейчас. Вот здесь такое здание с надписью ЧСМУ 1968. 1968 год. Значит, это все с 68 года. Вот эта женщина говорит, что здесь живет, и они за всем этим смотрят. Вот это вот дамба. Издалека, с той стороны, можно прочитать, что здесь написано. Вот это вот такие буквы огромные. Какие-то уже разрушились. Цифры, буквы по всей дамбе выложены. Я не знаю, как вам показать. В общем, вот эти плиты, это ну, как бы какие-то слова. Здесь лед прям поближе. Там он много птиц очень. И слышно только их голоса, кряканье всякое. А тут вот мы увидели, люди готовятся к сезону, капельному поливу. Вот это материал весь. А вы что будете поливать? Помидор? А, вот для помидоров. И сколько здесь километров шланга вот этого? Ой, много. Точно не можете сказать? А? Точно сказать нельзя? На 30 гектаров. 30 гектаров. А сколько километров? Там же сколько рядов поместится? В общем, нельзя сказать, но здесь, наверное, сотни километров, да, наверное? Гектар, 1 гектар 7 тысяч. 7 тысяч метров? Да. А вот на 1 гектар, считай, 7 километров. И 30 гектаров, да? Ну, можно посчитать. Ну, ладно, спасибо. Друзья, вот это дунганская семья. Очень трудолюбивые. В поле все лето проводят. Вот, можно не лето, а еще весну, лето и осень. Весной готовятся вот так сажать. Потом все лето это ухаживают, поливают, убирают. Потом еще и продать надо.
мотают километры этих шлангов. Тут мы подошли к такому месту. Это водосброс. В общем, когда вода поднимается, еще вот она не поднялась до своего максимума. Еще где-то сколько там, сантиметров 40-30, наверное, должна подняться и через верх будет туда сливаться. Ну еще, как бы еще время есть, еще до поливного сезона далеко. Может быть, наберется до максимума. А еще мы здесь видим, вот видно, да, дорога уходит в воду, о чем я и говорил осенью. Здесь много было всяких дорожек, тропинок. Ну, тропинок нет, я имею в виду, на машинах многие, кому удобно было здесь проехать, чем объезжать, они здесь гоняли, аж вот даже, говорю, такую дорогу наездили. Тут вот еще следы есть, тоже в воду заходят. Ну, посмотрим, может быть, до осени, если такая же ситуация будет. Может быть, мы потом вам еще покажем и этот факт. Ну, вот такие горы, вершины, пока еще до сих пор заснеженные. Там мы видим какие-то хозяйства, там хозяйство какое-то, там все вокруг не разрушается, действует, работает. Не знаю насколько, но работает, видно, и скот ходит. Люди многие этим живут. Да, и вот с того водосброса такой канал выходит. Там где-то, видимо, какие-то трещины есть, все равно по чуть-чуть вода просачивается и вот таким ручейком течет. Ну, в общем, пойдем. Наша машина аж вон там. Вон тот шлюз, который я вам показывал, мы его проходили, машина еще дальше. В общем, вот так мы прогулялись. Шаги не считали, но Пойдем искать подснежники. сейчас пойдем искать подснежники. Чайка. Еще я слышал пару выстрелов, видимо, охотники где-то охотятся. Утка, наверное. Скорее всего, утка. Что еще? Или фазан. Где-то по вот таким балкам, камышам. Мы проехали, в общем, чуть дальше водохранилища. Вон, смотри, сколько. Ну вот мы искали полянку с подснежниками. Вот такие подснежники. Их здесь, конечно же, тысячи. Ну, я не могу все прям показать. Ну, хотя бы вот это. Повылазили. И мухи даже есть уже. Вот. Они уже, походу, цветают. Ну, отцветают, не отцветают, но еще есть. Угу. Вот. Балка вот такая. Вон там дамба, где мы сейчас только гуляли. И вот рык идет по вот этой балке. Барашков человек пасет. И много-много подснежников. Ну все, друзья. На этом хочу закончить это видео. Понравилось, если ставьте лайки. Не понравилось, все равно ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. Я не заставляю, конечно. Ну, сами. Ну, в общем, сегодня прощенное воскресенье. Простите все меня. Все, до свидания. Всем мира и добра.